Другое доказательство принадлежит современнику Абу Ханифы, потомку пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Джафару ас-Садику. Но суть его немножко другая. Если Абу Ханифа размышляет с точки зрения логики, то Джафар ас-Садик доказывает с точки зрения души. Однажды у Джафара ас-Садика была дискуссия, спор с безбожником, и Джафар ас-Садик ему задает вопрос: а плавал ли ты когда-нибудь в море? Тот отвечает: да, плавал. Джафар ас-Садик задает второй вопрос: а был ли ты в сложных экстремальных ситуациях? Тот говорит: да, и начинает рассказывать. Вот однажды мы отправились в плавание, сначала все было хорошо, прекрасно, замечательная погода, солнце, но через некоторое время погода испортилась, сначала был сильный ветер, потом начался шторм, и наш корабль практически развалился на части. Я ухватился за бревно, но вскоре уже силы у меня кончились, бревно из рук у меня выскользнуло. Очнулся на берегу. И Джафар ас-Садик вместе с ним анализирует эту ситуацию. Он говорит: вот когда ты сел на корабль, ты надеялся на сам корабль, на команду, на капитана. Когда корабль разрушился, ты надеялся на бревно. А когда бревно у тебя из рук выскользнуло, ты смирился со смертью или ждал спасения? Тот ответил: я ждал спасения, надеялся на спасение. Тогда Джафар ас-Садик ему задал вопрос: от кого ты ждал спасения? Безбожник промолчал, и Джафар ас-Садик ответил вместо него: ты ждал спасения от Аллаха, который создал тебя. То есть вера заложена в душе человека. Она заложена еще в тот момент, когда был аль-Мисак, когда каждый из нас находился перед Аллаху Тааля, когда каждый из нас засвидетельствовал «Баля», да, мы признаем Тебя в качестве Господа, вера в тот момент в нашей душе, она возникла. И с вот этой верой мы в этот мир приходим. Но дело в том, что когда мы живем в этом мире, мы больше живем разумом. Душа уходит немножко на второй план. И чтобы вот эту веру, которая у нас в душе, как бы почувствовать, ну или, условно говоря, вспомнить, нужно же, чтобы человек оказался в экстремальной ситуации. Ну, я в шутку говорю, для этого человека нужно выбросить из окна 10-го этажа. Когда в экстремальной ситуации человек уже, он хочет, не хочет, обращается к Аллаху Тааля, вспоминает своего Создателя.